Сотрудниками ГКНБ Таджикистана по обвинению в экстремизме задержан 70-летний житель города Исфары Камалюддин Шарофов. Официальной информации о причинах задержания нет, а родные же утверждают, что пенсионера обвиняют в экстремизме. Задержанный доставлен в СИЗО города Худжанда. 70-летний Камалюддин Шарофов был задержан после произошедшего 5 мая спора в здании сельского джамуата Сурх Исфаринского района. Его задержали вскоре после того, как он потребовал от сотрудников джамуата отказаться от неправомерных действий и пригрозил, что в противном случае напишет жалобу в радио Азади и Ислох ТВ, рассказал один из родственников Шарофова на условиях анонимности. По его словам, все началось после того, как одного из друзей Шарофова пригласили в сельский джамуат Сурх на беседу по поводу призыва сына в армию. Работники джамаата потребовали, чтобы он вернул сына из России, где находится на заработках. Когда начался разговор на повышенных тонах, Камалюддин Шарофов вмешался в спор и сказал, что отец призывника здесь ни при чем, и посоветовал работникам джамаата самим поехать в Россию и вернуть призывника домой, сказал собеседник радио Азади 15 мая. После инцидента в отношении Шарофова была начата проверка, которая продолжалась целую неделю. В ходе проверки якобы было выявлено, что Камалюддин Шарофов подписан на страницу оппозиционного СМИ Ислох ТВ в соцсетях, неоднократно ставил лайки под публикациями и делился видеосюжетами с оппозиционного сайта, добавил родственник Шарофова. Напомним, в декабре прошлого года судом Хатлонской области заведующая отделом образования Пянджского района Мавлуда Баймуродзода, бывший сотрудник предприятия по управлению земельным фондом Мамед Ширалиев, а также оператор и корреспондент гостелеканала Джахон Намо Абдурахмон Иззатмандов и Джалол Заидов были приговорены к 5 годам и 4 месяцам колонии по обвинению в сотрудничестве с запрещенными организациями и распространении лживой информации. По версии прокуратуры, они передавали оппозиционному сайту Ислох.нет видеозаписи с мероприятий, связанных с отделом образования, с целью опорочить главу ведомства. В ходе судебного процесса было отмечено, что в мае 2022 года на основании присланных обвиняемыми материалов на оппозиционном сайте была опубликована статья «Жители Пянджа жалуются на ситуацию в сфере образования и других отраслях». شما کی چگونه نفس میکشد در کدام شهر ناید باید